Здравствуйте, дорогие туркменистанцы! Я сегодня нахожусь в Киеве, напротив Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Сегодня вот в этом здании проходит программа встреча с послом Туркменистана в Киеве, то есть в Украине. На этой встрече я сегодня присутствовал. Я сделал свое выступление. Я выслушал администрацию Киевского национального университета. Они делают огромную работу по обучению наших студентов, по обучению и качественному обучению, особенно наших студентов. Огромная работа делается на уровне образования, на уровне бытовых услуг, для решения административных вопросов и так далее. Выслушал я выступление посла Туркменистана. 90% ложь все, что он сказал. Он скрывает о том, что в Туркменистане туркменистанцы, которые учатся сегодня в вузах Украины, не перечисляют деньги, потому что они сами тянут и как бы не хотят перечислять за обучение. Обучение в киевских вузах стоит от 1200 до 2600 долларов США. Эти деньги родители студентов скапливают на своих счетах для того, чтобы перечислить их в Туркменистан. Все соответствующие документы вуз предоставляет для перечисления. Но так как Туркменистан банкрот, у него денег нету, конвертации нету, родители студентов стоят в очередях месяцами для перечисления. И здесь господин посол взял один пример, что вот один какой-то человек не взял справку и не перечисляет эти деньги из-за того, что он эту справку с этого вуза не предоставил банк. То есть он из этого одного случая сделал стопроцентный случай и начал давить этих студентов, бедных. Студенты, естественно, они загнаны в тупик, испуганы, только приехали из Туркменистана, они даже ответить ему не смогли. Я пояснил господину послу, что это один случай из 99%. 99% студентов готовы оплатить, только Туркменистан не делает конвертацию и не перечисляет деньги. Также я предложил второй вариант. Все студенты здесь, в Украине, работают, вынуждены работать, так как из Туркменистана деньги не перечисляют государство, не позволяет им этого произвести. Родители стоят в очередях для перечисления этих денег. В банкоматах сутками стоят, ходят очередями, уже там сообщество организовалось из родителей студентов. И студенты вынуждены здесь работать. Они работают днем и ночью. Они стараются и учиться, и работать. У них очень сложный график. Ночами они ездят на мотоциклетах и стараются заработать деньги, чтобы оплатить. Кто-то работает по 12-14 часов, чтобы заплатить учебу. То есть эти вопросы не рассматриваются, а рассматриваются вопросы послом о том, что студенты не платят. То есть студенты крайне оказались. Это просто издевательство над студентами. Дорогие студенты, вы находитесь в Украине. Украина – это свободная страна. Она завоевала свободу свою, борясь на площади свободы. Поэтому вы в этой свободной стране имеете право говорить правду. Скажите, что вы не можете перечислять деньги. Ваши родители не могут эти деньги перечислить. Это не связано с вашей недобросовестностью или с вашей безответственностью. Это связано с безответственностью этого или Атаева, который нагло и безответственно врет в лоб этому университету. Всему профессору, преподавателям составу университета мы очень благодарны от всех туркменистанцев за всю работу, за все обучение, за передачу последних знаний, технологий и совершенных принципов экономики, биологии, всех знаний нашим студентам. Вам огромное спасибо от всего туркменского народа. Вот эти все проблемы, как поменяется власть в Туркменистане, она исчезнет. Сегодня Туркменистан, который ведет двойную бухгалтерию, который обманывает весь мир одной статистической показателями, а реально там в Туркменистане происходит катастрофа. Родители студентов стоят в очередях для того, чтобы оплатить учебу студентов. Студенты получают в месяц только 50 долларов из Туркменистана. То есть вот на эту сумму наша страна банкрот готова сделать конвертацию этих вот денег, манатов, которые находятся у родителей. У них манаты, они могут оплатить на 10 лет вперед учебу, поверьте. Я со многими разговаривал, просто из-за того, что посол здесь обманывает, президент Туркменистана обманывает весь мир, это не происходит. Студенты вообще ни при чем.
вся цель речи посла была испугать студентов. То есть на этом он как бы давил на посещаемость, успеваемость. О какой посещаемости, успеваемости идет речь, если у студента нет возможности обеспечить свой быт, нету общежития, нету денег на оплату своего обучения, нету денег на питание. О чем идет речь? За кого они нас принимают? Администрация университета делает все возможное. Я посмотрел, 76% студентов в общежитии это туркмены составляют. Они сделали невозможное. Поэтому претензий к администрации университета нет. Наоборот, остается только их похвалить к своему добросовестному отношению к нашим туркменским студентам и оказание гуманитарной помощи. Я еще раз обращаюсь к послу Туркменистана Тойли Алтыеву: перестаньте врать, перестаньте обманывать весь мир. Из себя строите посла, который все решает, все проблемы это студенты не платят, они виноваты, что они не платят за учебу. В апреле Международная конвенция о консульской службе, вы должны, посольской консульской службе, вы должны, согласно статьи 5, артикль Т и Е, обеспечить замену паспортов безотлагательно. Международная конвенция выше законов Туркменистана, выше нашей конституции, выше указов президента. Вы, не исполняя это, не продлевая паспорта этим студентам, загоняете их в нелегал. Вы не делаете конвертацию и еще давите их и пугаете их. Хватит уже, дорогие студенты. Объединяйтесь в объединении между собой. Идите в ректорат, объясните свои проблемы. Идите, есть правозащитная организация. Идите, говорите. Как эти проблемы, поверьте. Если вы не будете говорить, надо говорить правду. Поэтому я всем вам рекомендую не стоять, не сидеть. От того, что стоите, от того, что глаза закрываете, уходите в нелегальную зону, работаете днем и ночью, подвергаете себя риску, без документов, в холоде, на мотоциклах. Этого не надо делать. За вами есть государство, которое обязано выполнять условия. Если государство не может, оно должно признаться и попросить украинское государство о помощи. Поэтому я вам всем желаю здоровья, больших успехов в своей учебе и всем вам советую объединяться демократичным выбором Туркменистана, который будет вам оказывать максимальную помощь. Спасибо.